наступающими праздниками! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Алдании произошло ДТП с 4-летним ребенком. Инцидент произошел на пересечении улиц Октябрьская и переулка Первомайского. Несовершеннолетний пешеход стал перебегать дорогу в неположенном месте и ударился о заднюю часть автомобиля Toyota Corona под управлением 22-летнего водителя. Ребенок получил травмы: ушиб голеностопного сустава и ушиб голени. Назначено амбулаторное лечение. Из объяснений матери следует, что она шла из детского сада с двумя детьми. Одного держала на руках, старший сын находился рядом. Через некоторое время он побежал через дорогу, но не увидел машину. Ребенок от удара упал. Водитель сразу же остановился, вышел из машины, поднял ребенка на руки и усадил в автомобиль. И также отвез в приемный покой Алданской ЦРБ. Водитель был трезв, находился один, был пристегнут ремнем безопасности. Кстати, о дорогах. Смертность на российских дорогах в результате ДТП к 2024 году необходимо сократить в 3,5 раза от уровня прошлого года. Она должна не превышать 4 погибших на 100 тысяч населения. К 2030 году этот показатель и вовсе должен устремиться к нулевой отметке. Такие задачи поставил перед правительством президент Владимир Путин в новом указе, который определяются национальные цели развития России. Кроме того, за 6 лет предполагается вдвое снизить число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны. Среди задач, которые будут этому способствовать, президент назвал усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной подготовки. В Удачном руководитель одного из предприятий премировал сам себя на 630 тысяч рублей. Согласно материалам прокурорской проверки, руководитель начислял премии без распоряжения учредителя в лице администрации города. Также на предприятии подменяли трудовые договора с работниками на гражданско-правовые. Возбуждено административное дело. В Якутске таксист ограбил пассажира, угрожая пистолетом. Инцидент произошел в одном из загородных микрорайонов столицы. Потерпевший вызвал такси. По пути водитель наставил на пассажира пистолет и совершил открытое хищение сотового телефона. Затем скрылся. 24-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья задержали в кратчайшие сроки. Похищенный гаджет и пистолет были изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». За день в Якутии произошло 3 техногенных пожара. Ранним утром 7 мая на пульт 01 поступило сообщение о том, что горит частная баня в микрорайоне Заречный города Мирный. В результате пожара постройка сгорела, зато спасена рядом стоящая дача. Днем того же дня поступило сообщение о том, что горит частный дом в селе Хардогой Сунтарского района. В результате пожара огнем повреждена веранда и кровля дома. Общая площадь составила 48 квадратных метров. Сам дом удалось спасти. Вечером вспыхнула дача на Вилюйском тракте Якутска. В результате пожара огнем поврежден дом и надворные постройки по всей площади. Экс-министр внутренних дел республики Яков Стахов признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, бывший министр лишен специального звания генерал-майор полиции. Нюрбинский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели мужчины и женщины при попытке переправиться на лодке через реку Вилюй. На данный момент удалось установить, что 7 мая около 11 часов жительница Сунтарского района, выйдя из дома, обнаружила, что на середине реки Вилюй во льдах на резиновой лодке застрял человек, который просил о помощи. По данным следствия, в последующем мужчина выпал из плавсредства в момент движения льда и скрылся под водой. Также установлено, что мужчина находился в лодке со своей 34-летней родственницей, которая выпала в реку ранее. Незадолго до происшествия родственники приобрели в селе Сунтар продукты питания и пытались переправиться на другую сторону реки, в село Туайдах. Тела мужчины и женщины пока не удалось обнаружить. Стало известно об еще одной трагедии на воде. Во время сплава на моторной лодке утонул мужчина 80-го года рождения. Инцидент произошел 6 мая на речке в местности Хампу в 6 километрах от села Тельги в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Первичной проверкой установлено, что лодка перевернулась. В результате мужчина не всплыл на берег. 2 знакомым удалось спастись. МЧС и мы напоминаем, что во избежание трагических случаев на водных объектах переправляться через реку в период ледохода категорически запрещается.
Хангаласском районе судят заведующую детским садом, из окна которого выпал двухлетний мальчик. Напомним, чрезвычайное происшествие произошло 8 сентября прошлого года в одном из детских садов Покровска. В результате халатного отношения работников детского сада мальчик выпал из окна помещения группы кратковременного пребывания, находящегося на 3-м этаже здания. Виолетта Засимова расскажет подробнее. В тот день двухлетний сын Людмилы Григорьевой впервые переступил порог престижного в Покровске детского сада «Сардана», куда в последние годы начали брать на неполный день малышей 2-3 лет. Оставляя сына под присмотром воспитателей, Людмила Григорьева и предположить не могла, что через 10 минут после ее ухода мальчик сорвется с высоты 3-го этажа. В результате падения ребенок получил серьезные травмы и до сих пор проходит лечение в Национальном центре медицины. Врачи диагностировали ему неоперабельную кисту в головном мозге. Ага, физически как бы ребенок восстанавливается чуть-чуть, но эта киста в таком месте как бы расположена, то, что на координацию человека отражается. То есть он часто падает, координация у него шатается. Стало известно, что на сегодняшний день наказание понесла только 69-летняя воспитательница, под присмотром которой был в тот день мальчик и остальные дети из группы. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года. К тому же в ходе расследования было выяснено, что воспитательница является инвалидом 1-й группы. Сейчас идет судебное разбирательство по уголовному делу в отношении заведующей детского сада. Несколько уже судебных заседаний было, и на первом заседании Ефимова, обвиняемая, да, не признала вину, говорит, не доглядела, воспитатель так говорит. На данный момент известно, что на 10 мая намечены прения сторон. Это уже финальная часть судебного процесса, после которой последует вынесение приговора. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем о финале этой истории. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Ну а завтра, 9 мая, в охране общественного порядка задействуют более 2000 сотрудников полиции. Кроме того, порядок будут контролировать и внештатные сотрудники, и добровольная народная дружина. Также в регионе проводят оперативно-профилактические мероприятия по пресечению преступлений в жилом секторе. Участковые уполномоченные посещают лиц, состоящих на профилактическом учете, и проводят беседы. Предпраздничные выходные дни и сами праздничные дни у нас в жилом секторе преступления совершаются в основном в состоянии алкогольного опьянения лицами, состоящими на профилактических учетах. В этой связи мы проводим данные мероприятия. Снижение идет преступлений в жилом секторе. То есть свои эти результаты у нас есть. На этом у меня все. Хороших праздников. Берегите себя.